2017 году открыли эту фабрику. Надо сначала проверить, все ли работает правильно. Здесь она находится в суровом, неокрашенном виде. Что здесь вообще происходит? Тут какие-то очень мензурки, еще что-то. То есть каждый клиент выбирает свой рисунок для своей ткани. Всю эту ткань превращают в строительные перчатки. Фабрика расширяется, строится вторая очередь. Этот товар будет востребован в соседних наших республиках. Но здесь очень громко. Там невозможно снимать. Поэтому здесь давай скажем и просто покажем. Окей. Хлопок с полей приезжает вот на этот завод. Видите вот этот барабан? Вот именно на этом барабане и обрабатывается этот хлопок. И в итоге переходит дальше в предельный цех. По окончанию получаются вот такие бобины нитки. Сейчас мы вам все покажем. В 2017 году открыли эту фабрику. В конце 2020 года мы открыли предельную фабрику. Таким образом, Технитранс — это в Кыргызстане единственная компания, которая реализовала полностью цикл производства, всю цепочку, то есть от выращивания хлопка до готового изделия. Итак, мы с вами увидели, как производится нитка. Теперь она поступает на склад другого завода, где из нее сделают ткань. Наша нитка подключена. Надо сначала проверить, все ли работает правильно. Как видите, ткань создается круговыми движениями, поэтому эта машина называется круговязальная. Итак, все работает нормально. Теперь можно запустить машину, чтобы она работала в автономном режиме. Как видите, теперь все делает машина. При работе этой машины образуется статическое электричество. Вот здесь вот. Поэтому постоянно сюда притягивается пыль. Необходимо периодически продувать аппарат. Для этого есть и вентиляторы, но есть еще и ручное приспособление. Как видите, эти нитки имеют свойство образовывать вот такой пух. Поэтому сюда запускают специально увлажненный воздух. А отработанный высасывается прямо из пола. И таким образом пух собирается здесь. Бро, смотри. Они делают так называемую стретчевую ткань. Видишь, еле заметно, я сразу не заметил, это эластан. Они вплетают в основные вот эти хлопковые нитки. Вот здесь вот происходит круговыми. Да, я вижу, вот те нитки, как у меня, хлопковые, а вот эластан. И получается вот такой вот стретч. Вот он, смотри. Да, классно. Это, кстати, большой аппарат, он, оказывается, вот такие большие рулоны сразу делает. Ты на маленьком работал, он поменьше делает. Ты хочешь сказать, мой рулон поменьше твоего? Брат, давай рулоном мериться не будем, в производстве не место личным комплексом. Здесь, походу, происходит контроль качества. Как мне сказали, они чисто визуально это смотрят. Здесь нет индикаторов, исключительно глазами, походу. Это не просто так. Смотри, у них что есть даже. Вот так вот гладишь, и сразу все видно. А на этих машинах производят воротники и манжеты. Вот они. Как вы видите, из нитки можно сделать не только ткани, воротники, но также и вот такие шнурочки. Итак, запустим производство. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Кайф, да? На это можно бесконечно смотреть, да? Ну все, хорошего понемножку. Итак, мы произвели ткань, и мы находимся на большом складе. Здесь она находится в суровом, неокрашенном виде. Теперь нашу суровую ткань нужно раскрыть, чтобы ее было легче загрузить в красильный аппарат. Одна из главных проблем, с которой столкнулись основатели завода, это кадры. В Кыргызстане просто не готовят специалистов, способных работать на таком производстве. Для решения этой проблемы завод создал учебный центр.
в котором иностранные специалисты передавали опыт и знания нашим соотечественникам. Еще одна огромная проблема – это возврат НДС. Чтобы вы понимали, они до сих пор не могут вернуть НДС с первого полугодия 2020 года. Это огромная сумма денег, которая могла быть вложена в дальнейшее расширение производства или в конце концов погашение кредитов. Мы раскрыли ткань, и теперь ее нужно покрасить. Для этого есть специальные аппараты, в которые не так-то просто загрузить эту ткань. Сейчас мы вам покажем, как вот из этой суровой бежевой ткани получаются уже разноцветные, любого цвета ткани. Итак, спустя 6 часов наша ткань обрела вот такой цвет. Но и это еще не все. Теперь нам надо ее высушить, зафиксировать и отправить на нанесение принта. Вот наша ткань, мы ее загружаем в специальный красящий аппарат, чтобы нанести принт. Ну и что, как ты там? Нормально? Нормально? Это такой медитационный процесс, можно день так стоять. Мне нравится, как ты это делаешь, но я бы сам уже запарился. Вот она ткань. Видите, она попадает вот сюда. Здесь какая-то краска, в зависимости от того, какую краску утвердил клиент, наносится принт. Принт наносится при помощи вот таких бобин. Причем эти бобины производятся в Турции и приезжают сюда. И вот смотрите, вуаля, и на ткани уже есть рисунки. Black and white. Здесь целый склад этих шаблонов. То есть каждый клиент выбирает свой рисунок для своей ткани. И, соответственно, вот они здесь хранятся. Мы с вами нанесли принт. Теперь нам нужно погладить ткань и правильно упаковать. Ну а дальше остается только отправить ее клиенту. А теперь давайте поговорим о цифрах. Инвестиции составили порядка 15 миллионов долларов. Оборот компании составляет более 8 миллионов долларов. Доход от экспорта 7,5 миллионов долларов и каждый год растет. Основные страны это Россия и Казахстан, но в данный момент идет сертификация производства по международным стандартам, что позволит реализовать продукцию уже в Европе, получая за нее более стабильную валюту евро. Маржинальность товара благодаря тому, что они многое производят сами, достигает 30-40%. Трудоустроено более 1300 человек. Кредитов на строительство завода взято около 7 миллионов долларов. В среднем окупаемость всех циклов производства составляет порядка 7 лет. Мы сейчас в лаборатории Текстильтранса. Что здесь вообще происходит? Тут какие-то очень мензурки, еще что-то. Так, значит, основная функция лаборатории – это вывести цвета заказанные. К нам поступают заказы по международным стандартам, вот по каталогу, он называется Pantone. По ним нам клиенты заказывают цвета. По ним же мы и выводим. Значит, процесс выведения цветов – это набираем разных оттенков красок, и из них и изготавливаем этот цвет. То есть лаборатория выводит рецептуру, которая отправляется в главный цех красильный, там же и красится уже в больших объемах ткань. Немаловажный момент в работе. Текстильтранс также занимается переработкой. Вот слева от меня вы видите остатки из разных швейных цехов. Здесь всю эту ткань превращают в строительные перчатки. И сейчас мы увидим, каким образом. У завода есть классные фишки, которые стоит отметить. Он производит строительные перчатки из отходов ткани, которые скупает у швейников по цене 6-12 сом за килограмм. Получается интересная вещь. Частным домам становится дешевле использовать уголь для отопления. И таким образом наша экология улучшается. Еще у завода есть классная услуга – перекрасить ткань в более ходовой цвет. Таким образом у наших швейников есть возможность использовать свои остатки на складе. На данной фабрике производится порядка 6-8 тонн готовой продукции ежедневно. Но спрос гораздо больше, и фабрика расширяется, строится вторая очередь. Как же влияет данная отрасль на экономику страны? Начали снова выращивать хлопок, что в будущем обеспечит сырьем огромное количество швейных фабрик. Налажена вся цепочка от посева до производства конечного продукта. 90% товара идет на экспорт.
Ну и что самое главное, улучшается экология. Я впечатлен Нургазой. Я прям ехал сюда с одними мыслями, уезжаю совершенно другими. Я очень рад, что у нас в стране есть такие бизнесмены, как вы. Вам удачи! Да, спасибо вам за инициативу. Освещение этого производства, это очень, мне кажется, необходимо у нас. И обязательно хочу добавить, все это создавал и создает Абдраев Алмазбек Хошевич, учредитель компании Текстильтранс. Благодаря его идеям и стараниям все вот это становится реальностью. Ну, Алмазбеке красавчик, вам спасибо. Отлично, удачи вам. Разыгрываем 5 сертификатов по 5000 сом. Условия простые. Подписаться на наш YouTube канал и Instagram, поставить, конечно же, лайк и написать в комментариях, от какого бренда одежды мы разыгрываем подарки. Победителей мы объявим 16 июня на нашей страничке в Instagram. Что хочется сказать в заключение. На эти многомиллионные инвестиции можно было бы построить какой-нибудь большой торговый центр. А можно не побояться рискнуть и создать производство, наполняющее те самые торговые центры. Да и не только, этот товар будет востребован в соседних наших республиках. Очень важно, чтобы бизнес понимал свою социальную ответственность и создавал продукт, который будет произведен из местного сырья и будет отправляться на экспорт. Колокольчики, комментарии, Да. В общем, если вам все понравилось, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик и оставляйте комментарии. Вот сейчас хорошо. Отлично.